Доброе утро, Осетия! С вами Георгий Арчегов и Мадина Бутаева. Мадина, ты какая-то сегодня грустная. Да, ты прав. Я просто переживаю, что могу потратить этот день зря. Как будто бы от меня мало пользы для этого мира. Так, чтобы я больше такого не слышал, вон какое платье сегодня красивое выбрала. Что это, если не польза для этого мира? И запомни, что нужно бояться Дня без смеха, ведь именно это и есть день, потраченный впустую. Ура! Следуя этой логике, получается, что живу очень даже насыщенно. Рад слышать, ведь это учение Чарли Чаплина, который верил, что смех может стать противоядием от страха, ненависти и других не самых лучших чувств. В нашей республике тоже много тех, кто старается сохранить сердца людей в позитиве. Именно о них мы хотим тебе сегодня рассказать, дорогой зритель. Устройтесь поудобнее, настройтесь на волну лучших услышанных шуток. Мы начинаем. Мадина, ну рассказывай, как ты любишь проводить свое утро? Ни разу не видел тебя угрюмой. Действительно, для меня утро – это целая медитация. После пробуждения я стараюсь делать легкую разминку и выпить воды. А я погляжу, ты регулярно смотришь выпуски наших коллег, которые посвятили этому эфир. А что насчет завтрака? Ты знаешь, по-настоящему мое утро удается, если я позавтракала с яичницей, с жареной картошкой, которая до этого была сварена. Думаю, что многие поймут, о каком шедевре речь. Аж аппетит разыгрался от такого рассказа. Я своими историями накормила сотни людей, Георгий. Ты вообще чемпион гастрономических рассказов. Пройдет время, и Рустам Хадаев предложит тебе поучаствовать в рубрике «Как проходит утро чемпионов». А пока посмотрим секреты продуктивного начала дня фигуристки Елизаветы Шанаевой. Как начинается утро чемпионов? Сегодня мы на тренировке красивой, обворожительной, прекрасной фигуристки, серебряного призера чемпионата России в танцах на льду Елизаветы Шанаевой. Лиза, доброе утро. Не могу не спросить, у тебя всегда такое хорошее настроение с утра? Ну, доброе утро. Перед тренировкой не всегда, а вот после тренировки всегда, потому что получаешь такой прилив сил, адреналин. На самом деле, вот есть народная мудрость, как день встретишь, так его и проведешь, которая однозначно относится и к спортсменам. Есть ли у тебя какие-то утренние ритуалы, упражнения, может, это дыхательная гимнастика, которая позволяет подготовить организм к тяжелым нагрузкам, ну и в то же время вот подготовиться ментально? Как только я просыпаюсь, я стараюсь размяться, чтобы нигде при резких движениях ничего не дернуть. И как раз перед сном я тоже растягиваюсь, и это обязательный ритуал. Вот я не засыпаю и не просыпаюсь пока. Можешь что-то показать нашим зрителям? Да, это в плане растяжки, наверное, больше. Первое упражнение я покажу складочку. Можно делать на кровати, можно делать на коврике, если у вас есть уже дома инвентарь, чтобы заниматься домашними занятиями. Это что-то вроде растяжки. Мы стараемся стопы свести вместе, пяточки тоже вместе, наклониться вперед и стараться, чтобы у нас коленки лежали на коврике. Также маленькими движениями тянемся вперед. Дальше мы сгибаем коленку, пятку подводим и стараемся растянуть переднюю мышцу бедра. Тянемся вперед. У вас прям будут тянуться с наружной стороны и с внутренней. Это тоже очень важно. И вот так вот назад отклоняемся, сзади сгибаем руки. Заключительное, самое базовое, это мы тянем лягушку. Кто-то называет ее бабочку. Все дети, в принципе, в секциях спортивных учреждениях, они все это делают. Мы стараемся прижать ноги как можно ближе к себе, пяточки, чтобы у нас не было ромбика, у нас должна быть как будто бы одна линия. Кладем локти на колени и стараемся тянуть, давить локтями в колени. Левая рука на коленку, правая рука тянется. И то же самое с другой стороны. Можно? Спасибо. Ну что, Лиза, предлагаю прогуляться. Давай. Как вообще обычно проходит твое утро? Ну, здесь я встаю достаточно рано, то есть даже несмотря на то, что отпуск,
Ну, получается, где-то в 6 утра точно встаю. То есть это у тебя стабильно? Да, Что в Москве, что в Осетии? да. Лиза, а какие у тебя хобби есть? Вообще, я понимаю то, что у тебя, как у профессиональной спортсменки, очень мало времени на все. Плюс, как я понимаю, в Москве ты немало времени тратишь на дорогу. Все равно, иногда же ты выделяешь время на что-то, что не касается фигурного катания. Если чуть-чуть назад вернуться, где-то год или два, то я рисовала. Ну, я стараюсь ходить на танцы. Вот это не в нашем таком режиме. Можно, конечно, сходить на стильские танцы, потому что, ну, я люблю на свадьбе танцевать, когда бывает возможность туда сходить. Не часто это удается, но, опять-таки, надо быть готовым. Мадина, сколько бы тебе хотелось прожить? Ты знаешь, наверное, я бы хотела прожить век, ну, еще век, и еще 100 лет. Удачи. Никому это еще не удавалось, но буду делиться с тобой одним рецептом. Сразу говорю, я мерзлячка, замораживаться не собираюсь. Да и не надо, у меня в морозилке пельмени, места нет. Я про смех. Ну да, точно. Посмеяться я люблю, но больше люблю, когда у тебя, дорогой зритель, улыбка во время просмотра. Вот я помню, как мне в детстве подарил массу положительных впечатлений клуб веселых и находчивых. Тебе повезло, Георгий. Мы вернем тебя сегодня в детство. У нас в гостях победители высшей лиги КВН 2024 года Дзираса Алборова и Арсен Гасиев. Здравствуйте, ребята. Доброе утро. Здравствуйте. Хочется сказать, что, во-первых, мы ваши большие поклонники, что мы все смотрим, особенно вот мы с Георгием смотрели, следили за Арсеном еще, когда он снимал в брекетах плевки. Вот. Там не прям вот так было. Вот. Хочется спросить, как вы пришли к формату КВН, что вас к этому сподвигло, почему решили выступать? Ну, я думаю, Арсен начнет. Он раньше начал. У меня старшеклассники начали в КВН. Позвали старшеклассники, мы танцевали в ансамбле школьном, и вот они по совместительству еще и КВНщики были. И вот они меня позвали. Когда мое детство было, тогда КВН был очень популярный, и все семьи собирались на эфир КВН, смотрели. Спасатели тогда играли. Да, и я мечтала о том, чтобы играть в КВН, и вот в 8 классе меня взяли в сборную школьного КВН, и не дойдя даже до первого выступления, меня выгнали из команды. Вот. И я как бы забила на эту мечту, и спустя много-много лет, когда я уже была на последнем курсе института, я попала в команду Юрикен, но тогда они еще по-другому назывались. Скажи, как назывались? Джитрита. Тогда нам кто-то придумал название, но это мы не сами, нас просто так записали, у нас не было названия, и мы на выступлении узнали, что мы Джитрита. Да, ну им подходило. Но вы не расстроились? Ну нет, мы так... Они в пупырышках были, они были подростки. Мы были с еще пупырышками. зеленые, да. Зеленые с пупырышками, поэтому... в принципе, Историю подходили. Дзирасы достойной экранизации. Вот я только хотел сказать, что мне кажется, что должна звучать мотивационная музыка на фоне, что Дзираса пообещала себе стать чемпионом высшей лиги после этого. Ребят, а как изменилась ваша жизнь после победы? На самом деле никак. Грустно. Ну, мы предполагали, что она никак не изменится, но просто вот эта цель, она была вот как будто на горе, и ты, ну, когда до горы доходишь, и просто вот, и обратно. Ну, даже не обратно, а просто, ну... Но самоощущения-то изменились. Ощущение немножко вот успокоилось. Вот наоборот, кстати, к сожалению, не знаю, может, это не к лучшему, но, надеюсь, к лучшему. Такое немножко облегчение появилось, потому что вот это была, висела вот эта задача, такая вот полунереальная. И вот когда она произошла, даже чуть-чуть первое время не верилось, и остальное время пока тоже не верится. Ну так... Не особо изменилось. Мы тоже тем же самым занимаемся, пока просто чуть в другом виде. А расскажите, пожалуйста, как происходила подготовка и на что похож этот финальный момент, когда вы понимаете, что золото высшей лиги, оно ваше?
Ну, я, если честно, понимала это уже во время нашего выступления в третьем конкурсе, в последнем конкурсе, который был. И, ну, как-то все было понятно по ходу игры. И когда уже звучали овации, я стояла и просто сдерживала слезы, чтобы это не было слишком заметно, что я уже знаю, как Слезы, бы, исход. они через слюни выходили сразу. На самом деле это уже во время игры, но до игры ситуация была не очень. Да. Там вот подготовка была... Мы были не фаворитами, так скажем, на период подготовки. И вот финальный номер, который нам, ну не то что принес победу, а который больше всего запомнился, он уходил 2 раза. Да, он был под угрозой. Вообще не было понятно, как он будет выглядеть, поэтому редакторы нас пытались как бы предупредить, что нам нужно поменять вообще этот номер полностью. И когда у нас были проверочные концерты, и тогда мы уже поняли по реакции зрителей, что это такое и как люди на это реагируют, и поэтому это нам дало больше уверенности. Уже в финале мы скорее ставили на этот номер, нежели чем до вообще показа перед зрителями. Вот вы работаете в команде. Как работа строится, как решаются разногласия, и бывают ли они вообще? Ну, бывают, конечно, бывают. Ну, конечно, я же... Не бывает. Как надо показывать? Типа? У него какие ногти, и грабли даже не надо. Такой вопрос. А что вас самих заставляет посмеяться? Да нет, нету такого чего-то конкретно, что угодно может рассмешить, вообще что угодно. Ну вот, может быть, что-то за последнее время запомнилось, За сегодня. Так. помимо ногтей грабель. Ну, вообще, когда мы друг другу показываем какие-то свои номера, которые мы пишем во время репетиций наших, какие-то бывают моменты, которые нам смешны, потому что мы уже как бы на одной волне, у нас один стиль юмора, но И даже вот это будет смешно. из того, что неконтролируемо смешно, это когда что-то не получается. Ну, за это, допустим, там наш руководитель нам делает замечание, что мы не должны смеяться над впорами, потому что, ну, тогда мы не понимаем, на самом деле ли смешной номер. Но это бывает смешно. Это вот неудержимо Есть держаться, смешно, да. да, когда кто-то ошибся, кто-то что-то сделал не то, кто-то это я. Ну, смешнее, если не ошибся. Да. Но бывают вообще разные случаи. Вот вчера, допустим, таксист, хоть бы он не смотрел сейчас. У нас обратное желание. Да, у меня были такие ножики декоративные, не острые. И он просто в чехол засовывал. И он, им можно человека проткнуть? Я говорю, нет, они не острые. Ну, если ударить. Я говорю, да не. Ну, а он клонил какой-то шутки. Но я говорил, нет, нельзя. Ну, если вот прямо ударить, я говорю, да не пробьет, он вообще тупой нож. пробует. Да, тупой нож. И он такой, ну, просто, если да, то тогда поаккуратнее тебя надо вести. Может, он переживал, что вы не заплатите. Я оставил это в себе и дома отсмеялся. Как следует. Профессионал. Ха-ха-ха. А сколько этапов проходит шутка от момента, как вы ее придумали, до того, как ее можно показать? Считаем, вот придумали. Мы сначала расходимся на группы по 2 человека и приходим и показываем друг другу. Вот вот придумали на кругу, называется круг, потому что час длится. То есть час он делает круг. Да. Показываем друг другу, она остается, если нет, то нет, если да, то второй этап остается. Дальше мы ее еще раз возвращаемся и ставим уже на кругу, она как зарисовка просто, потом мы ее ставим, показываем зрителям проверочным. Если там остается еще следующий этап, это уже 5-й, мы ее везем уже на саму игру, и там уже редактуры, которых бывает где-то 7-8 редактур до игры. Если она вот эти все этапы проходит, плюс еще наши
5 этапов, и уже до игры, и вот столько этапов она должна пройти. Мне кажется, в андронном коллайдере частица меньше препятствий проходит. Да, то есть редакторы должны 8 раз посмеяться над одной и той же шуткой, чтобы она прошла в эфир. Да, ее еще надо умудриться освежать и обновлять, чтобы она сохраняла вот первозданную реакцию. Путь комика, он начинается с придумывания шутки и чем заканчивается? Вот какая у вас цель или какая у вас мечта после победы в высшей лиге? Честно говоря, я не заглядывал за период после победы в высшей лиге, и до сих пор пока конкретной какой-то финальной цели не вижу. Я больше пока сконцентрируюсь на самом пути. Вот. Самурай, Юрикен, там, ниндзя. Ну, вот эта вся тема. У меня, допустим, мечта, если связанная с нашим коллективом, мне бы хотелось, чтобы у нас было свое шоу, которое существовало бы вот десятилетиями, вот до самой смерти кого-нибудь из нас. Через год кто-нибудь. Ну, то есть мне бы хотелось, чтобы вот был какой-то проект на всю жизнь. Поле Вот. чудес. Да, и он был основной, то есть чтобы у каждого... Зера старая в усах уже вела до старости. Чтобы у каждого из нас были и свои какие-то собственные проекты, но чтобы вот объединяющий нас один был какой-то, как, например... Уральские пельмени. Ну, без шуток, они хороши. Да, они хороши. Это не шутка, ни в коем случае. Самая успешная, можно сказать, команда КВН из существовавших когда-либо. Это вот, мне кажется, они, потому что они до сих пор стабильно актуальны, да. Ну да, что-то подобное, чтобы, может быть, какая-то... Ну, вообще, мне бы хотелось, чтобы у нас был какой-то свой сериал, где у каждого была определенная роль. И чтобы чтобы разные, чтобы мы не одну роль играли. Я бы хотела, чтобы одну. Я бы хотела, чтобы не знали моего имени, но знали имя персонажа. Хочется пожелать вам удачи в ваших начинаниях. Спасибо. Скажу, что вы мне подарили массу положительных впечатлений и эмоций. Я смеялся от души над многими вашими шутками. Спасибо, что пришли сегодня к нам. Спасибо Спасибо большое. большое. Спасибо большое. Мадина, хочешь анекдот? Да ты сам как анекдот, Георгий. Не знаю, на что ты рассчитываешь, но мне это не обидно. Ведь человек, который может посмеяться над собой, неуязвим. Тогда я короткий анекдот. Ну, на самом деле, их сейчас никто не рассказывает, ведь большим спросом пользуются истории из жизни. Да, в виде монолога. И называется это направление стендап. Георгий. Понять не надо говорить. Тем более, на секунду почувствовал себя на уроке английского в школе. Кстати, ты похожа на мою учительницу. Сомнительно, но окей. Кстати, жанр зародился на английском в стране носителя. А в гостях у нас ребята, которые смогли перенести все тонкости британского юмора, адаптировать его на великом и могучем русском языке и отразить в своих монологах остинскую действительность. Давид Тибилов и Давид Дряев. Здравствуйте, ребята. Расскажите, пожалуйста, как вы начали заниматься стендапом, что вас привлекло в этом жанре? То, что твой успех или твой неуспех зависит от тебя. Ну, в основном, потому что спрос как бы с тебя. Вот. Плюс, что мне нравится, да, в этом, в стендапе, наверное, что ты можешь темы, которые тебя по жизни какие-то тревожат или волнуют, ты можешь на них выйти и выплеснуть это все. И это еще будет и смешно. Вот. Вот. Ну, у меня вот такая история. Обратимся ко второму Давиду. Ну, у меня приблизительно такая же система. Мне понравилось то, что один выступаешь, и за все ты сам отвечаешь. Ну, вообще, дело случая было. Просто команда распалась, и я такой, я хочу заниматься комедией, что мне делать? И вот я познакомился с таким увлекательным жанром, как стендап. Жанр эгоистов. Да, без команды. Вот если, допустим, текст не выгорел, у вас случился провал на сцене, как вы с этим справляетесь? Первые разы, когда ты, как вы сказали?
Он чуть забывает, он старый. Ну, допустим, шутка не откликнулась аудитории, вот они смотрят и хлопают глазами на вас. Это ужас. Когда ты начинаешь заниматься комедией, и твоя шутка не заходит, это постоянный ужас. После такого выступления вообще не хочется заниматься комедией. Но когда ты находишь в себе силы и продолжаешь этим заниматься, то уже, когда второй раз твоя шутка не заходит, ты такой, ну ладно, дело в шутке, а не в зрителях. И Может, всё. все-таки дело в них? А? Нет, нет. Я Нет, поменяла это не... И у меня еще случай был, вот как раз мы выступали с Давидом и еще с одним парнем. Вот, и мы не выступали за день в нескольких заведениях, и только вот в этом заведении я именно не заходил. И все, я просто полная тишина. И вот тогда я первый раз понял, это как будто бы некий протест, ты хочешь завоевать эту аудиторию. И я начал просто с ними разговаривать. Просто с ними начал разговаривать, и они поняли, что не только заготовленный текст есть, а еще и ты можешь импровизировать. И это, ну, самое главное, уметь импровизировать, в общем, да, в той или иной ситуации. Это тебя спасет. Да, кстати, вот Давид, он вот так умеет делать, я так не умею делать. Мне надо отрепетировать все, я только так могу выступать. А он, ну, дай чуть-чуть вот этого. Ну, это как будто бы суровая необходимость уметь адаптироваться под аудиторию. Я просто именно в суровом месте вырос, поэтому там только так, импровизировать. Там хоть шутили? Там в этом всегда суровом шутят. месте? Конечно, всегда шутят. Там жестко шутят. Там жестко шутят. А вы раскроете секрет, что это за жесткое Теперь шутящее интересно. место? Нет, нельзя. Это сильно. Это А ты же говорил Бруклин. А, вот, да. Ладно, так уж и быть Долина просто. жестких шутников. Теперь у наших зрителей появилась тайна, которую мы не можем разгадать. Парни, ну, хотел заметить, что складывается ощущение, что вы идеально контактируете с публикой, которая собирается на ваших выступлениях. Есть такое понятие? С удовольствием. Про хеклеров. Я им точно не стану. Поясним для наших зрителей. Это ребята, которые сидят в зале и специально пытаются испортить выступление. Иногда не специально, если честно, но это для меня это одни из самых любимых. По факту из-за них я стал вот такой более уверенным ты становишься. Если ты можешь хеклера победить, то весь зал на твоей стороне. И плюс еще, если хеклер потом в конечном итоге на твоей стороне, это вообще кайф. Это эстетическое удовольствие. Ну, для меня. Мне кажется, это какая-то голливудская стендаперская история получается каждого выступления, что твой враг становится твоим другом. Да. А вот я знаю, что самые любимые у стендаперов написанные тексты — это самые внутренние, наверное, больные где-то, где человек сам проводит себе психотерапию. Вы как к этому относитесь? Можете ли подтвердить этот факт? Да. Ну, по факту, да. Но ты же шутишь на темы, которые тебя волнуют. И поэтому в этой боли и заложен смех. А какие, если не секрет, ваши любимые темы для шуток? Я вот когда шучу про свой район, я говорю, что я в гетто-районе вырос. Вот. Ну, я по факту такой набор, в общем, жителей там. Я не знаю, ну я скажу, а там как хотите. Короче, кладбище. Вот у меня в конце моего участка кладбище находится. Я говорил, что я в спальном районе живу. Вот такое. И вот поэтому у меня такое, не знаю, может, чуть андеграунд. Поэтому, может, меня на телевидение со стендапом не берут. У Давида такой более социализированный какой-то, который нравится. Иногда начинаешь, вот, когда, прежде чем шутку написать, надо сначала разобраться в теме. И я вот, например, сначала начинаю расписывать что-то там, ну, типа, вот, почему я такой, почему я... Вот я начинаю в себе ковыряться, ковыряешься, и в какой-то момент ты такой... Я что, вот такой человек? Потом это переживаешь просто, и накидываются шутки быстро на тяжелые темы, которые вот для тебя тяжелы они. И ты вот какую-то такую психосоматику, что ли, проводишь, и потом на такие темы легко шутки накидываются. Вот. У меня, например, у меня новые материалы пишу про то, как, короче, я постоянно нервничаю, и я даже сейчас очень сильно нервничаю. Уже как будто начинается стендап. Да, и это для меня на самом деле очень большая... Я стендап-комедией занимаюсь уже больше 7 лет, и я постоянно нервничаю. Каждый раз я нервничаю, я репетирую не волноваться. Вот такое я делаю изначально.
И я решил просто, ну, это меня, ну, коробит. И решил про это написать. И вот начал ковыряться. И вот недавно чуть-чуть вот такую маленькую депрессию ушел. А потом, ну, написался смешной материал. И вот на открытом микрофоне недавно проверил его, хорошо зашел. А как реагирует старшее поколение на ваш юмор? Допустим, даже дома. Моя мама и папа недавно, это вот Давид говорит о том, что он волнуется, и вот, наверное, недавно в театре был стендап, где, естественно, нельзя сквернословить. Это тоже вызов для стендапа, потому что там нет, можно позволить для поднятия градуса. В общем, какое-то такое матное слово. В общем, были мои мама и папа, и там вообще такая, где-то, может, 40-50 вот такие были, ну и пару знакомых моих молодых, и вообще очень круто они отнеслись к юмору. И это для меня это важно, что типа еще и взрослые могут понимать, и тогда думаешь, вот я крутой, не только мои сверстники, которые меня любят и боготворят, а еще и вот взрослые люди. Ну да, кстати. Воспринимают. Один раз у нас на стендапе 70-летняя женщина была, и она поняла такую шутку, которую вообще не ожидал. Хваталась. Ну, я, например, люблю, когда приходят взрослые люди. Мне прям, я такой, о, все, сейчас будет весело. Надеюсь, что и они тоже так думают, когда приходят к вам на концерт. Ну, либо они сильные лицемеры, и вот ха-ха-ха, вот так смеются на протяжении долгого времени, либо реально смешно. Ну, скорее всего, смешно. Придите, проверьте, кстати, интересно, какой у вас только не на открытый микрофон. Можете, да, на какой-нибудь из наших концертов прийти, и интересно, какой у вас вкус на юмор. Хочется вас еще спросить, о чем мечтает стендап-комик? Но не буду. Но вам пора. Откуда вы знаете даже? Наверное, у каждого свое, но я бы хотел на очень большом каком-нибудь там типа 2000 человек выступить. И чтобы я до того, как я вышел, они уже хотели, вот, ну, типа, скандировали мое имя. Я правильно понимаю? Я же гладиатор вообще. 2000 хеклеров. 1500 хеклеров и 500 пусть будут такие. Заранее лояльны. Да. И 500, которые будут говорить, ну зачем вы хороший мальчик? Это вот мои учителя все. 500 учителей. Давид, ваша мечта? Да я просто хочу, чтобы меня знали. И... Ну, тебя же как плохого стендапера могут знать тоже. Надо уточнять. Да нет, ну, просто пусть знают, а там уже разберусь, хороший я или плохой. Да просто хочется чуть-чуть признания какого-то. Вот. И все. И чтобы... Эта передача как раз на это и нацелена. Да? Чтобы его признали? Ну, не факт, что адекватно. Ну, да. Не, хочется признания и... ну, я не знаю, как сказать-то. Конфеты. И вот эти цветы можно забрать. Конфеты хочется сильно. Ну, я думаю, что, ребята, после этой передачи 2000 зрителей мы вам не обещаем, признанных, непризнанных, но хеклеры точно. Хеклеры точно будут, да. Ребята, спасибо вам большое, что пришли. Вы делаете этот мир веселее, смешнее, счастливее. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Всего доброго. Мадина, мы уже с тобой как полноценный дуэт. Как Бонни и Клайд, как Мияги и Эндшпиль и как котлетка с пюрешкой. Чур, я котлетка, Эндшпиль и Клайд. Я тебе говорил, ну береги голову, ну солнцепек на улице. Ты знаешь, я и в стужу, и в жару, и во вьюгу не перестану выходить на улицы нашего города. А ты, если хочешь, можешь со мной не идти. Ты, как крестный отец, делаешь предложения, от которых нельзя отказаться. Я, как истинный джентльмен, не могу отпустить тебя снимать рубрику «На лету» одной. Тебя же снесет ветром в изумрудный город. Ты мне, Георгий, давай сказки не рассказывай, но можешь рассказать какие-нибудь веселые истории. Есть одна. Я жил в другом городе, и у меня выключился телефон на сутки. И когда я его починил, мои друзья стояли у моей двери, готовы ее снести. А по иронии судьбы, в конце этого же года управляющая компания по ошибке заварила мне двери в подъезд. Как интересно, Георгий, а ты бы не хотел записать про это юмористический монолог? Нужно раскрыть подробности.
Ну ты же видела наших стендаперов. Мне до них расти и расти. Георгий, умоляю, хватит расти, только не расти. Скоро меня вообще не будет видно с тобой в кадре. Тогда покажем уже зрителю нашу рубрику. Смотрим. Юмор очень субъективен. Вот мне, например, от всей души нравится шутка, что один человек съел 3 килограмма дрожжей, а потом ходил, бродил. Мадина, тебе не нравится мой юмор? Нет, Георгий, но ты из-за этого не расстраивайся, потому что, да, юмор очень субъективен. И мы поэтому сейчас пройдемся и узнаем, что веселит жителей нашего города. Кто ваш любимый комик? У нас есть фавориты команды Юрикен, Северная Осетия. По жизни? Ну, навскидку не вспомнил. Мой любимый комик – это я сам. Сказывается мой возраст. Скажу так, не зря же мне платят пенсию. Тогда, может, любимую шутку любимого комика? Мне понравилась шутка нашей команды КВН, которая вот недавно выиграла. Арсен Гасиев, когда ему намекнули на Мизулину, что вот она свободна, и когда вот он сказал нет, ну прям было смешно. Вот где жену найти? Вот Екатерина Мизулина, она как раз свободна. Нет. Екатерина, дело не вас, я вам реально не подхожу. Йоу. Девушки, здравствуйте. Вы такие веселые, интересные и живые. Хотелось бы вас спросить, что вас искренне и от всей души может повеселить? Вот. Пошутить? Да. Нет. Как нет, если да? А вы знаете, что она смеется без вас? Да, знаю. Какая плохая подруга. Вот такие вот вопросы неожиданные. Что нас рассмешило в последнюю эту? Вечерняя посиделовка где-нибудь на веранде здесь или на революции. Это само собой происходит. Вот тут были голуби, и один голубь отгонял других, не давал хлебушка. Я встала и выгнала его. Вот среди них тоже иерархия она такая. Неплохо, да. Поездка на родину, в Осетию, мы приехали недавно. Новости хорошие, это, конечно, хорошо, а вы нам расскажите что-нибудь смешное лучше. Давай, Ханифа. Ну, незнакомые люди, как они посчитают? Молча. Молча, не шутят же. Во-первых, у тонкорчеств без юмора никак. А вы вообще вот между собой шутите? Обязательно. Обязательно, да. А вы можете пошутить сейчас? Ну хорошо, вот вам самая лучшая шутка. Сегодня самый прекрасный день на свете, зима, холодно. Хорошая шутка. По жизни? В любой ситуации. Приходится их самому себе придумывать в голове и там же их оставлять. За мужа завалюсь, ничего не боюсь. Меня все смешит, я юмор люблю. Вот мы вас смешим? Нет, вы меня восхищаете. Мы смешные, я правильно понимаю? Ну нет. Деловые. Так мы КВНщики, у нас вся жизнь кино. КВН мы любим посмотреть. Если я скажу «не беда», вас это улыбнет? Ну, что я должна? Смеяться. А если добавлю еще и Казбек? Это я не знаю, о чем идет речь. Тогда да. Проверим на вас шутку команды Юрикен. Водитель Джо Байдена был уволен после того, как предложил выкинуть из машины старую вонючку. Что вам сказать? Аплодирую. Георгий, если ты когда-нибудь захочешь худеть, я тебя умоляю, не изнуряй себя тяжелыми тренировками. Просто смейся минут 10-15 в сутки и будешь терять калорий так 500. Смех – это спорт, который не требует экипировки. Мне кажется, если я начну худеть, то вообще исчезну из пространственно-временного континуума. Для смеха достаточно одной хорошей шутки. Меня очень веселит абсурдный юмор. Вот ты знала, что крокодил бегает лежа? Никогда бы не догадалась. Меня, например, очень всегда веселит моя подруга. Думаю, что если бы мы не жили в разных городах, стали бы худые, как спички. Мадина, все во благо. Все во благо. Спасибо, что начал этот день с нами, дорогой зритель. Не забывайте улыбаться и наслаждаться каждым моментом жизни. До скорых встреч на нашем любимом телеканале. Everybody keeps telling me about the new magazines, and everybody keeps telling me that I'll be lonely without it.
And everybody keeps telling me that I'll be broke without a penny to my name. And everybody keeps telling me that I'll be heartless without. But I swam down the river, I met the fish and the gods, and I'm in my mister. Right in my heart, I'm better off without it. I'm better off alone. Ooh, I'm better off without it. So live the fake it, live the fake it at home. And everybody keeps telling me about the new SPF 50. And everybody keeps telling me that I'll be burned without it. And everybody keeps telling me that I'll be broke without a penny to my name. Everybody keeps telling me that I help myself without it. But I swam down the river, I met the fish and the gods, and I'm in my mister. Right in my heart, I'm better off without it. I'm better off alone. Ooh, I'm better off without it. I'm better off alone. Ooh, and everybody keeps telling me to something else to own. I'm better off without it. So live the fake it, live the fake it. Oh, live the fake it, live the fake it. Oh, live the fake it, live the fake it at home.